И еще один важный момент. В развитии кыргызско-российских отношений огромную роль играют средства массовой информации. О необходимости сотрудничества в едином медиапространстве сегодня говорят эксперты и представители органов государственной власти обеих стран. СМИ дает тон двусторонним отношениям, потому что у кыргызов есть такая поговорка «а дегенде сөз болот, аны өзү болот». То есть иногда идея, иногда слова, они превращаются в действительность. Поэтому нам бы побольше таких причин, побольше поводов для освещения позитивных каких-то событий в рамках двусторонних отношений. В этом плане ответственность журналистов очень высоко, и мы верим, что сотрудничество в этом плане будет развиваться в нужном русле. Развитию информационного сотрудничества помогает русский язык. В Кыргызстане, одной из немногих республик на территории бывшего пространства СССР, он сохраняет статус официального, по сути являясь мостом к оперативному и качественному обмену информацией в торгово-экономической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Но необходимость в развитии связи между Россией и Кыргызстаном диктует наши условия, наша современность, которая связано с прошлым, когда два государства, два народа были очень долго в одном государстве, в одном пространстве. Мы едины во всех отношениях. Медийные отношения, медийная связь, медийный взаимообмен информацией играет очень важную, большую роль. Русский язык – это тот язык, когда ты уже на все пространства Земли можешь идти и говорить, и быть понятым. Русский язык, значение его переоценить невозможно. Вопросы и задачи формирования единого информационного пространства между Кыргызстаном и Россией обсудили сегодня в Аше на первом медиафоруме, посвященном развитию кыргызско-российских отношений по итогам визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина. Особая роль в формировании общего инфополя принадлежит региональным средствам массовой информации, отметили участники форума. С нашими российскими партнерами мы уже давно вели переговоры о проведении вот такого медиафорума именно в городе Ош. Это было еще во многом связано с тем, что, как известно, в прошлом году президент Сооронбай Жээнбеков объявил год регионов. И мы со своим клубом, с нашими российскими партнерами думали, как это наполнить именно в сотрудничестве с Россией, и именно на уровне медиа. И, соответственно, обсудить вот именно межрегиональное сотрудничество, которое сегодня может складываться между кыргызскими и российскими журналистами. Итогом этого, наверное, мероприятия будут договоренности о том, чтобы реализовывали совместные медиапроекты. Потому что сегодня очень много кыргызстанцев именно с юга страны работает сегодня в регионах России. Цель форума – еще раз напомнить и о позитивных итогах первого государственного визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина, который состоялся 28 марта. Важно отметить, стратегическое партнерство между Россией и Кыргызстаном в последние годы развивается все активнее. Так, Кыргызстан получил от России помощь более чем на $1 миллиард. По словам эксперта отдела внешней политики аппарата президента Кыргызской республики Календера Мулкубатова, сегодня идет серьезная работа по углублению взаимовыгодного сотрудничества братских народов. В 2020 году провести перекрестные года Кыргызской республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской республике. Обсудили сотрудничество в энергетической сфере, наметили совместные планы по развитию энергетической отрасли в Кыргызстане. Отдельной темой переговоров стали интеграционные процессы. Главы государств обсудили процесс адаптации экономики страны к условиям ЕАЭС и кыргызскую систему санитарно-ветеринарного контроля. Обменялись также мнением по другим региональным и международным вопросам. Обозначили совместные действия в формате многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. Развитию межрегиональных связей в этом отношении будет уделено особое внимание, ведь сотрудничество между государствами – это не только сотрудничество между столицами. Необходимо знакомить друг с другом регионы обеих стран, и это уже происходит. Так, южная столица сегодня имеет побратимские отношения более чем с 18 городами из 7 стран мира. Сейчас у Аша уже 3 российских города-побратима – Санкт-Петербург, Новосибирск и Ярославль. Соглашение с последним подписали совсем недавно, в прошлом году. Программы в области медицинского сотрудничества, есть обмен опытами наших сотрудников медицины и медиков городов Новосибирск и
Санкт-Петербург. А также имеется хорошая практика по работе в сфере образования. Динамично развивается сотрудничество и в сфере высшего образования. У крупнейшего университета Юга Кыргызстана, Ошского государственного, с Россией свои и давние отношения. Во время Великой Отечественной войны на базу Ошгу был перенесен Ростовский государственный университет. Сейчас это Южный федеральный университет России, с которым Ошгу поддерживает устойчивые связи. Сейчас тоже идет работа, планируется подписание договоров о двустороннем сотрудничестве с 10 университами России. Это в основном региональные вузы, потому что многие университеты стремятся сотрудничать с университетами Москвы и Санкт-Петербурга, а региональные вузы России, они проявляют такую неактивную позицию. Поэтому мы хотим работать именно с российскими региональными университетами. Если в 2013 году Ошский государственный университет имел договоры с 8 вузами России, то сегодня эта цифра достигла 46. На последнем форуме ректоров вузов Кыргызстана и России были заключены договоры о сотрудничестве с 13 вузами России. На очереди еще 10. Сейчас у нас идет хорошая работа с Национальным исследовательским университетом, Томский государственный университет. И сейчас как раз идет обсуждение новой программы, которая называется «Евразийская интеграция». Это магистерская программа. Мы недавно провели переговоры после форума ректоров России и Кыргызстана. И мы сейчас хотим открыть с Томским государственным университетом новую магистерскую программу. Россия рассматривает Кыргызстан как большого друга и партнера, отмечает президент фонда «Евразийцы. Новая волна» Юрий Ануфриев. Особое внимание уделяется и молодежному сотрудничеству. Так, с каждым годом российские вузы увеличивают количество квот для студентов из Кыргызстана. На этот год также намечено несколько крупных кыргызско-российских проектов. Кыргызстан является нашим давним, стратегическим, надежным партнером, другом. И мы заинтересованы в том, чтобы эти партнерские отношения развивались по всем направлениям. В экономике, в области военно-технического сотрудничества, гуманитарная сфера, в области молодежного сотрудничества и взаимодействия. Кстати, на полях государственного визита прошла молодежная конференция, которая как раз была посвящена развитию молодежных связей между Кыргызстаном и Россией. Мы понимаем, что молодежь – это основной ресурс каждого государства, и каждое государство должно уделять этому самое пристальное внимание. В рамках развития молодежных программ уже в июле на Иссык-Куле пройдет большой молодежный форум, а осенью этого года в Казани будет открыт первый российско-кыргызский бизнес-инкубатор, где молодые предприниматели получат необходимые знания для работы и ведения бизнеса на пространстве ЕАЭС. В Казани, в начале сентября Российский союз молодежи совместно с руководством Татарстана открывает молодежный инкубатор, на котором мы тоже хотим пригласить молодежь из Кыргызстана, поскольку вопросы нашего соприкосновения в области молодежного взаимодействия как раз являются волонтерство, молодежное предпринимательство, цифровая экономика, гуманитарная сфера. Эксперты и журналисты обсудили роль и значение СМИ в развитии межгосударственного взаимодействия между Кыргызстаном и Россией, в том числе актуальные тенденции в подаче информации и современные информационные вызовы и угрозы в рамках создания единой системы мониторинга информации в обеих странах. Как известно, любая информация является частицей и носителем идеологии, а в совокупности она отражает ту информационную политику, который ведет какой-либо медиаструктура. Ведь информация, как я сказал выше, имеет идеологический подтекст. Поэтому хотелось бы, что в идеологическом плане мы все одинаково придерживались бы подлинного союзнического партнерства.
На сегодня в Кыргызстане вещают порядка 20 российских телеканалов, причем в сегменте кабельного телевидения они занимают доминирующее положение. Два центральных российских телеканала ОРТ и ВГТРК кыргызстанцы могут смотреть в социальном пакете. На сегодня руководители кыргызстанских СМИ заинтересованы в тесном сотрудничестве с российскими коллегами в области телепроизводства, а также в обучении в России специалистов медиасферы. Мы не должны забывать и развитие наших местных телеканалов. Да? Понятно, что российский контент, российские телеканалы вкладывают очень большие ресурсы для развития. Но для того, чтобы дальше развивать нашу местную индустрию, именно телеиндустрию, вот я бы предложил, чтобы активно сотрудничать именно с российскими каналами. Да, Необходимо создавать в Кыргызстане постоянно действующие корпункты российских СМИ и наоборот, отмечает глава информационного агентства «Кабар» Кубанычбек Табалдеев. В Кыргызстане постоянно действующих корпунктов ведущих медиакомпаний России. Впрочем, практически полное отсутствие кыргызстанских медиа в России. Исключением является информагентство «Спутник», которое уже сегодня презентовало свою работу, которое успешно работает в медийном пространстве Кыргызстана и Кыргызстана и на серьезном уровне составляет конкуренцию в местном. Ярким примером сотрудничества Кыргызстана и России является международное информационное агентство «Спутник», которое развивает в Кыргызстане и разговорное радио. Радио «Спутник Кыргызстан» вещает на 2 языках – кыргызском и русском уже 3-й год. Что эксперимент удался, что все равно нас слушают. На самом деле измерить аудиторию радио очень сложно. Радио слушают или в фоновом режиме, или в машине, или еще где-то. Но вот как только где-то перестает вещать радио «Спутник», сразу начинают поступать звонки. Меняется частота, сразу начинают поступать звонки. И эти звонки, честно говоря, нам как бальзам на душу, то есть мы теперь знаем, что нас слушают. Присутствует в Кыргызстане и российская газета, ежедневное государственное издание Российской Федерации. Выходит тиражом примерно в 3500 экземпляров. Последние 8 лет газета работает непрерывно. За это время опубликовано более 2000 материалов о позитивном сотрудничестве Кыргызстана и России. Выходит в черно-белом изображении в Кыргызстане. Участие в медиафоруме приняли представители ведущих СМИ Кыргызстана и России, таких как КТРК, первый общественный телеканал ГТРК ЛТР и всероссийской гостелерадиокомпании «Россия-24». Сегодня надо наладить более тесное взаимодействие и сотрудничество, ибо мы получаем не так много информации. Понимаете, если бы наш обмен, скажем так, информационными поводами, видео был налажен более интенсивно, то и у вас, и у нас появлялось бы гораздо больше информации у вас о России, у нас о вас. Вот. И мне кажется, что это очень важно, потому что очень много ваших жителей приезжает в Россию и живет в России, работает в России, да. И мне кажется, для них это очень важно получать информацию с родины. Из первых уст включил канал, а там вот. По итогам медиафорума участники приняли резолюцию о необходимости создания единой системы мониторинга информационного пространства, в том числе социальных сетей, которые сегодня играют свою роль в освещении экономического, политического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызстана и России. Планируется, что такие медиафорумы будут проходить ежегодно.